Результатом культурного геноцида и этнических чисток, которые на протяжении многих лет осуществлялись коммунистическим правительством Китая в Восточном Туркестане, стало уничтожение древних районов Урумчи и других городов. Согласно официальной информации, чтобы предотвратить преобладание уйгурского национального колорита, за последний год китайские войска разрушили большое количество мечетей города Урумчи. Среди них мечети Байтулла, Хаба, Даван-Юпурга и мечеть Западного железнодорожного вокзала. Китайские власти, уничтожающие мусульман уйгурского региона в рамках политики по китаизации ислама, разрушают все объекты и символы, напоминающие о религии ислам, закрывают мечети и места поклонений, а также перестраивают город в китайском стиле. Омар Хамидулла, семью которого похитили китайские полицейские и заключили в лагерь перевоспитания, обратился за помощью к турецким властям. Свое видеообращение мужчина отправил журналисту Мехмету Али Онелу. «Уважаемый Онел Бей, здравствуйте. Я являюсь одним из миллионов людей, чьи семьи разрушены только из-за того, что они являются тюрками. 3 года я не могу связаться со своими родными. Прошу вас донести до мира наше обращение. Моих братьев посадили в лагеря, отобрав их имущество и бизнес. Я ничего не знаю об участи моей сестры и мамы, прикованной к инвалидной коляске», — говорит Омар Хамидулла. Вместо полного прекращения спонсирования Всемирной организации здравоохранения, президент США Дональд Трамп согласился выделить столько, сколько организации платит Китай. Конфликт Всемирной организации здравоохранения и США, где количество жертв эпидемии растет с каждым днем, продолжается. Многие политики, в том числе и Дональд Трамп, критикуют Всемирную организацию здравоохранения за отсутствие необходимых мер предосторожности и несвоевременное предупреждение. Соединенные Штаты, финансирующие деятельность организации, вносили ежегодный взнос в размере $400 миллионов. Новая сумма фонда, который США выделит для Всемирной организации здравоохранения, составит $40 миллионов. Против мер, принятых властями по борьбе с новым типом коронавируса, выступили тысячи германцев по всей стране. Акция протеста прошла на площади Роса Люксембург, расположенной перед Бундестагом, и на Александровской площади в Берлине. Демонстранты несли баннеры с надписью «Остановить медицинский терроризм» и «Ложная тревога». В свою очередь, контрдемонстрации против акций правых организовали и левые группы. Протесты прошли во Франкфурте, Гамбурге, Кёльне, Дюссельдорфе, Потсдаме и Эссене. Несмотря на принятые меры предосторожности, в лагере Кутупалонг в Бангладеш был выявлен первый случай коронавируса. Организации по оказанию гуманитарной помощи призывают поддержать беженцев данного лагеря, где проживает 855 тысяч человек. Гигиенические условия лагеря являются недостаточными. Многие семьи пользуются общим туалетом, ежедневно образуются длинные очереди для питьевой воды. Нехватка мест и переполненность лагеря не позволяет поддерживать физическую дистанцию между беженцами.